Selam aleyküm, hürmetli vatandaşlarımız. Bugünkü efirimizde mында olған şeylerin için biraz sohbetleşeceğiz. Biraz mında miraklı bir şeyler oldu, naz oldu. Çoğlarınız telefon açarsınız, mında kelesiniz deysiniz. Ленураға biz belirledik, blokada bitti. Ne yaparsınız? Kiyev'te Mustafa'mız ne söyledi, Rifat ne dey. Батальон meselesi naz olacak. Mında böyle muftimiz bir şey, mında da bir karşı sizge bir karşı sözlerini aytkan. Ukrayna ne yapmaz diye bizden beraber. В общем, durumumuzun көрместейсiniz, bilmestейсiniz. Onun için biz toplaştık bugün. Я сейчас перейду на русский, чтобы вся Украина, которая нас смотрит, и часть из присутствующих здесь не совсем понимает крымский-татарский язык, хотя мы уже столько времени рядом находимся, но я хочу, чтобы, когда будем в эфире говорить на желательных языках, которые каждый себя чувствует, как желательный, да, чтобы все понимали. Поэтому я хочу, во-первых, представить всех ребят, которые рядом со мной. Это вот мои братья. По левую руку это Резван. Вы его уже видели, он уже не раз выходил. Это один из членов батальона Джахара Дудаева, один из боксеров Джахара Дудаева батальона, один из лучших сынов дагестанского народа. Булент Узун. Это сын тюркского народа, Туркмен-Лерден, как мы любим говорить, крымские татары. Ленура, вы знаете, Люманова. Это председатель Меджлиса, вот в тех районах, где мы сейчас находимся. Тесарага, Сарабелялов, вы его тоже знаете. Он тоже член Меджлиса и председатель Меджлиса Новоалексеевки. Это те люди, которые нам здесь очень серьезную поддержку оказали, эти районы Сарго, Сынлар. Багиру, вы знаете, это наша крымская татарочка, как она представлена в Фейсбуке. Это наша сестра, которая ведет в Фейсбук нашу страницу гражданской блокады. И то, что здесь происходит. Она одна из наших сестер, те, которые помогают нам очень здорово здесь, на блокаде. Рустем, Азер Турклерден, который с нами здесь тоже с первого дня, который сейчас с нами здесь, вы видите его, один из лучших сынов Азер Турклерден. Адама Асмаева вы уже знаете, легендарную личность нашу, я его представлять его даже много не надо, все его знаете. Это тот человек, кто в свое время покушался на Путина, вот он там с краешку сидит так скромненько. Он не любит пиариться у нас, но поверьте, этот человек большой воли и один из лучших сынов Нохчи Лерден, то есть Нохчи из Вайнахов, настоящие, не те, которые вытирают туфли у сильных мира сего, пыль с туфель, а именно с тех, которые не сгибают свою спину, горно несут свое имя вайнахское. И я надеюсь, что именно они будут воины, они победят. Победа будет за ними. Здесь Инвер, командир батальона Айдарова, тот, который был тоже с нами здесь на блокаде. Вы увидите. Видите, Инвер наш Крым-Лардан, Крым-Татар-Лардан, как вы хотите, как называете. Вот он с нами здесь. Здесь же с нами Стас, чтобы не говорили, что у нас чисто крымско-татарская история или чисто мусульманская история. Чтобы вы понимали, с нами есть очень много крымчан, те, которые душой и телом с нами, потому что они воюют за свободный Крым, они хотят вернуть Крым в Украину, вернуть его свободным, вернуть его той частью, которой она и была до этого. Так, чтобы те люди, вот сейчас вы, которые сейчас меня смотрите, вы знаете, о чем я сейчас говорю, чтобы вы почувствовали себя свободными людьми, мы должны вернуть его обратно. По поводу теперь батальона, в частности, буду все по порядку говорить. Я сначала скажу, потом мои братья-побратимы будут говорить тоже с вами, я надеюсь, скажут вам пару слов. То, что происходит с нас с блокадой. Блокаду мы переформатируем. Это не значит, что мы снимаем блокпосты, мы снимаемся с блокады, нет. Мы переводим ее в гражданское объединение, так называемое, которое будет стоять на КПВВ. Это будет наш крымский пост, который будет стоять внутри прикордонной территории и будет вам в том числе помогать, в первую очередь вам помогать проходить административную границу с Крымом. Вы сможете в этом вагончике, который будет там стоять, задать любые вопросы крымским татарам и крымским людям, которые будут там находиться. Это тоже не национальная какая-то история, там крымско-татарская, это именно всекрымская история. Не приписывайте нам в этом вопросе, в светском вопросе какие-то сугубо национальные вещи.
мы понимаем, что мы боремся за свободу всех крымских народов, а не только крымско-татарского. Так уж получилось, что мы первые начали. Поэтому здесь будет такой вагончик, в который вы всегда сможете обратиться именно против противоправных, противозаконных методов, те, которые происходят на границе. Если вы будете знать, что какая-то коррупция существует, контрабанда существует, или что-то еще, вообще все, что будет касаться материковой Украины, той части, за которую мы постараемся вам помочь, и ту, которую мы сможем на себя взять, мы с вами будем вместе. Естественно, те юридические вопросы, как замена паспортов, выдача свидетельства о рождении, их у вас огромное количество, я знаю. То, что сейчас, над чем работает сейчас Меджлис в этих рабочих группах вместе с правительством Украины, со здоровой частью правительства Украины. Поэтому все, что мы можем, мы с вами поможем. Ну, естественно, самая основная его функция будет не в этом, основная функция будет в том, чтобы наблюдать за функционируемой той постановой, которая сейчас, она такая промежуточная, но она у нас уже есть. Постанова, которая, по-моему, она 1035 за номером, которая ограничивает перемещение грузов и товаров в оккупированный Крым сегодняшний. Вот это та функция, которая будет лежать на этих вагончиках, и то, что будет делать гражданское объединение. Теперь по поводу батальона Номана Челебеджихана, который мы формируем. Сегодня уже мы можем сказать о том, что первый батальон будет нацгвардейский. Это будет батальон Нацгвардии. Это бывшая милиция, сегодня полиция. Это внутренние войска, так называемые. Да, внутренние войска, которые есть в любом государстве. Это те войска, которые, в первую очередь, займутся здесь укреплением границы на предмет прохода различных группировок и определенных вещей сепаратистского толка, которые здесь возможны. И они здесь есть, мы это наблюдаем. Плюс, естественно, после освобождения Крыма, когда это произойдет, а мы этим живем здесь, вы знаете об этом, естественно, это тот батальон Нацгвардии, который зайдет следом, и тот, который, во-первых, не позволит тем людям, которые чинили зло и чинили вред крымским татарам в первую очередь, и дальше всем украинцам, которые находились в Крыму, мы будем их вместе с вами, естественно, вести к правосудию, и поэтому для этого, но ни в коем случае, чтобы никто невиновный не пострадал, потому что лучше нас, крымских именно жителей, не знает никто Крым, поэтому мы в первую очередь должны будем этим заниматься. Дальше из лица этих членов этого батальона, но лучшие из них займут уже дальше посты в новой полиции, я надеюсь так, хотелось бы верить в это, чтобы это все-таки в Крыму эти люди будут занимать посты начальников милиции, посты замначальников милиции или вообще просто полицейских, которые дальше будут работать в Крыму на благо всей Украины. И поэтому мы хотели бы, чтобы этот батальон зашел в Крым одним из первых. Это касается батальона именно. По мусульманским традициям, потому что фундамент у него будет мусульманский. То есть это илял ашлар, то есть это еда, которая именно мусульмане едят. То есть, соответственно, это нельзя будет выпить спиртного. Естественно, те конфессии, которые представлены в Украине, смогут совершенно спокойно себя чувствовать, и никто никого ограничивать здесь не собирается в выборе религии. Но он будет собран на базе авраамической религии. Самое основное для нас, для крымских татар, это наша мусульманская религия. Поэтому здесь вот такой вот фундамент будет у этого батальона. Дальше, естественно, этот батальон будет формироваться, естественно, мы будем тренироваться, естественно, будем работать, будем совершенствоваться. И поэтому ждем ваших предложений, в том числе, ждем ваших детей здесь, мы записываем сейчас батальон людей, чтобы вы не боялись. И вот, в частности, я хочу остановиться вот над тем призывом муфтия к тому, что Усенара Ке Отор, прям в эфире проходите, вот приехал Усенара Тухлова, вы знаете, Отор обедчики Усенара. Вот обедчики, вот как Рустем садится, так же вот, салям алейкум. Отор, более Отор. Алейкум салям. Вот себя можете видеть, да, вот там.
в Розенскельне, все, башка комсиях. Это вот люди сейчас не успели к эфиру, просто подтягиваются. Я представлю, это Усин Тохлу, это имам местной Новоалексеевской мечети. Той мечети, которая сейчас вот второе рождение переживает, потому что он начинал, именно Усин начал всю эту мечеть. Мы, естественно, как джимат подтянулись, и Аллах ашкур, что он это сделал, потому что вот это вот хайр тарафу, то, что нам есть где совершать намаз. И это тоже очень благое дело. То, что одни начинают, мы продолжаем, дальше будут наши дети и внуки наши продолжать. И я думаю, эти места вообще уже в историю вошли, как я думаю. И в историческом плане это теперь не только Ногайские степи, это еще и наши, теперь Ялыбойские степи, мы теперь тоже уже здесь. Чё хлафнает моим по поводу слов муфтия. Я думаю, что в историческом плане это будет отдельная оценка тому, что он говорит, и к тому, что вас призывает не вступать в батальон. В тому, что он говорит, что это неправильный путь, это путь не для тех мусульман, которые сейчас в Крыму, и то, что нас считают теми мусульманами, которые уехали по разной причине на материковую Украину и находятся с народом. Мы в первую очередь уехали не потому, что мы не хотели бы находиться с народом, муфти это знает, а именно потому, что мы не видим себя сейчас в том Крыму, который сейчас называется оккупированным Крымом. Мы именно вот те бойсун маган адамлар, которые не хотим преклоняться перед тем русским миром, в который нас хотят имплементировать. Нас это 300 лет это делали, и у них не получилось. И сейчас тоже не получится. Ну, кроме пафосных вещей, я просто хочу сказать вот что. Критиковать муфтия, я еще раз повторяю, даже если мы все вместе соберемся и будем говорить муфтию то, что он сейчас заслуживает, каждому нам есть что это сказать, но я считаю, что самую главную оценку он получит в судный день, потому что он, как муфтий, несет за всех мусульман, он избранный муфтий, за всех мусульман ответственность. Ту ответственность, которую он возложил на себя, то бремя, которое он возложил, у него будет Аллахом Всевышним спрошено в судный день и спрошено, ой, как строго, поверьте. Поэтому я не буду его ругать, достаточно будет ему того, что будет делать с ним Аллах в судный день. По поводу всех остальных имамов, которые работают в этом муфтияте, которые остались в этом муфтияте, некоторые из вас уже сюда приезжают, некоторые из вас с нами разговаривают. Я знаю, что некоторые из вас уже готовы сюда приехать. Поэтому каждому из вас сейчас час истины наступил. Или быть с нами, бойсун маган ларнен берабер, те, которые борются за собственную землю, за собственную родину, с именем Аллаха на устах. Или с теми, кто призывает к вас спокойствию и к планомерной ассимиляции вот в этом вот русском мире, для того, чтобы вы растворились и исчезли как народ. Потому что за каждым имамом, вы знаете, закреплен один ФСБшник. На каждый джума намаз приходит ФСБ, который смотрит, как вы молитесь. Вы это знаете, вы это чувствуете, потому что иман адамлар, Олган адамлар, вы как рентген, вы чувствуете фальшь любую, вы чувствуете насквозь. Поэтому вы знаете, о чем я говорю. Самых из вас таких много вопросов задающих, и даже я слово радикальных не говорю, взяли на учет, вы это тоже знаете. Поэтому счетчик уже этот пошел. То есть тот таймер, который запущен после 2014 года, после февраля 2014 года, на исчезновение крымско-татарского народа, он идет. Это уже идет время на это. И то, что вы, те, которые думаете, что вы, сидя дома на диване, читая намаз, не понимая, что здесь происходит, как бы по-вашему, что это вот неправильные, а некоторые из вас говорят еще такие вот глупые слова, что если мы боремся за Украину, Украина это тоже христианское государство, будет ли ваш поступок, будут ли ваши поступки правильно оценены Всевышнему, будет ли ваша смерть именно на войне джихада, именно с шахидами, это никто из нас вам такой ответ не даст. Нет такого человека, который вам может на этот вопрос ответить. Но то, что для нас это освободительный джихад, вы многие из вас об этом знаете, вы это понимаете, вы это чувствуете. Поэтому у нас много может быть муфтиев, которые приходят и уходят, но отвечать мы будем сами перед Всевышним, только сами будем держать ответ. Поэтому, когда вы падаете на саджа, и когда вы говорите «Субханаллах», когда вы говорите за те грехи, которые вы совершаете, но вы будете отвечать за это, за судный день, будете отвечать за то, что когда была борьба, и когда нужно было сражаться, и когда можно было сражаться, Всевышний открыл нам, дал такую возможность, эту дверь. Сражайтесь, да, прольется ваша кровь, да, некоторые из вас умрете. Но никто вам не говорил, что вы в родину будете получать бесплатно, без крови, без ничего.
Надо сражаться, надо освобождать свою родину с именем Аллаха на устах. У меня все. Эфенди. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, крымчане и все остальные, кто смотрит эфир. Хочу вернуться опять к вопросу насчет муфтията, то, что сейчас говорили Мурада Асгамов. У меня такой вопрос к вам. Мы все знаем, что, вернее, к муфтияту надо себя подделать под ислам, а не ислам под себя. Возможно, им выгодно сейчас вот пропагандировать, проводить такую пропаганду, как говорится, программировать людей на такую волну. Но есть ли у них на это доводы? И так называемые конкретные основания, или говоря на арабском далилы. Если они их приведут, тогда мы, может, тоже согласимся с ними. Но у них, поверьте мне, этих доводов нету. Я не ученый шариата, но у меня есть какие-то маленькие знания тоже в этих науках. И, насколько я знаю, то заявление, которое делал муфтият, оно конкретно противоречит основам ислама. Это одна сторона. Вторая сторона, уважаемые крымчане, то, что у вас там происходит, будет происходить ровно настолько, насколько вы сами, народ, позволите тем, кто с вами это все делает. И пока вы сидите там в бездействии, позволяете, ждете, ведете выжидательную политику, то все так и будет течь. То есть я хочу сказать, что, опять-таки, повторюсь, что насколько вы позволите, настолько это и будет продолжаться. На этом я Оксана. Булен Тузун, я вам об этом человеке говорил, это тот человек, который с первых дней с нами, Türklerden çok incellana geçin degende siz Tatarlarsınız, Müslümansınız ama da Türkçe, Tatarca konuşmayısınız, Tatarca laf etmişsiniz ama da o Kore bilesiniz, tırışasınız Tatarca laf etmeye Allah'a şükür. Ama da şimdi bana söylediğin lafları şimdi Türk dilinde laf edecek ama da anlayanı anlar. Başla. Sayın Kırım Tatar halkı, sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam milleti oluşturan iki unsurdan bahsedeceğim. Özellikle bunun şuuruna, bilincine varılması gereken iki önemli ana unsur. Birincisi dil. Milleti oluşturan öğelerin en başında dil birliği gelir. Dil birliği bir anlaşma aracıdır. İnsanlar dille duygu ve düşüncelerini başkalarına iletirler. Birbirlerinin üzüntü ve sevinçlerini paylaşırlar. Bu paylaşım insanlar arasında duygu ve düşünce birliği oluşturur. Dil olmadan bir milletin varlığından söz edilemez. Tatar dili, Tatar milletinin kalbidir, zihnidir. Tatar milletindenim diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Tatarca konuşmalıdır. Çünkü milli kültürün gelişmesinde ve bağımsızlığın korunmasında dil çok önemlidir. Ki ne yazık burada gördüğüm özellikle genç arkadaşların Tatarca konuşmaması, ki bu beni derinden üzüyor. Bu konuda da en büyük kabahat anne ve babada diyorum. Ne diyoruz? Ana dil. Ana dil, yani evde annenin çocuklara önce kendi dilini öğretmesi lazım. Yani Tatarca konuşması lazım. Ki Sovyet Rusyası geçmiş süreçte kesinlikle bu konuda çok bilinçli bir şekilde sistematik bir şekilde asimilasyon yapmıştır. Ve şu anda Rusya Federasyonu da bu sürece katkıda bulunmaktadır. O yüzden öncelikle sizin dilinize sahip çıkmanız lazım. İkinci unsur, milleti oluşturan, ulusu oluşturan dindir. Kırım müftülük makamında oturan şahsiyet der ki, Kırım'ın meşru yönetimine itaat edin. Bu gazetelerde, medyada çıktı. Müftüye şunu hatırlatmak gerekir ki, Kırım'daki yönetim bir defa meşru değildir, işgalcidir. Ve Kur'an-ı Kerim, yani Allah der ki, kafirlere itaat etme ve bu Kur'an ile onlara karşı büyük cihat et. Furkan 25. Rabbimiz bu ayetle kafirlerle ilişki biçimimizi itaatsizlik temelinde kurmamızı öğütlemektedir. Hayatımızın temel eksenini Rabbani mizana göre biçimlendirirken müstahdiye, acizliğe, korkutluğa, kısırlıklığa yer verilmemelidir. Ki şu anki müşterik makamda oturan şahsiyet Kırım Tatar halkına bunları tavsiye etmektedir. Ayetteki ikinci önemli vurgu ise büyük cihattır. Büyük cihat, mümince bir eylemlilik içinde onurlu bir duruş almak, müstekbirlerin baskı ve eziyetlerine, müşriklerin işkencelerine, cahillerin kınamalarına karşı
geri çekilmemek, küfre rıza göstermemek, kafirlerle uzlaşmamak ve her türlü zulmü ortadan kaldırmaktır. Müminlerin itaat etmemeleri, düşmemeleri gereken toplumsal, siyasal ve düşünsel gruplar şunlardır. 1. Kafirler. 2. Münafıklar. 3. Müslümanlar tağuta, zalim yöneticilere, Allah'ın iradesine uygun hareket etmeyen efendilere, beylere, ağalara itaat etmemelidirler. 4. Şeytana itaat etmemelidirler. 5. Nefsin fücur boyutuna, kötü arzularına itaat etmek Kur'an ahlakına uygun değildir. 6. Günahkarlara ve nankörlere itaat edilmemelidir. 7. Müminler müstanilere, yani Allah'a muhtaç olduğunu unutan, kendine yeterli görenlere boyun eğmemelidirler. Ki Allah'ın bilirsiniz sıfatlarının bir tanesi de mustanidir. Kendi kendine yeten, hiçbir kişiye muhtaç olmayandır. 8. Allah'a ortak koşmaya ve münkere zorlayan ana babaya dahi itaat etmemelidir. 9. Ehli kitaptan hiçbir gruba itaat edilmemelidir. 10. Müsriflere itaat müminlerin kaçınması gereken davranışlardandır. Cihat ve itaat kavramlarıyla ilgili incelediğimiz ayet, az önceki ayetimiz Furkan 25 bize öğretmektedir ki büyük cihat kafirlerle uzlaşmamak, onlara itaat etmemek, İslam'ın doğrularında ısrar etmek, gevşememektir. Nitekim Allah yine Tahrim suresi 66. ayette ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü gidilecek yerdir o. Sayın Kırım Tatar halkı, şu an müftü makamında oturan şahsiyet ne ilktir ne de sondur. Satılmışlık, ihanet ve şirk konusunda. Kendisi benim nazarımda şu an müşriktir. Bizim tarihimizde de Osmanlı İmparatorluğu yıkılış sürecinde nice satılmış işbirlikçi, müşrik imam ve hoca çıkmış, işgalcilerle işbirliği yapıp halkı İslam'a aykırı fetvalar vermişlerdir. Neticede sonları hazin olmuştur. İlahi adalet tecelli etmiş ve istiklal mahkemelerinde yargılandıktan sonra idam edilmişlerdir. Sizlerden istirhamım böyle hoca imam kisvesi altında satılmış hain işbirlikçilerle birlikte hareket etmemenizdir. Sizi tekrar saygı ve selamlıyorum. Buyurun abi. Türkiye'den telefon açtılar. Oldu mu? Buyurun abi. Oldu. Bülent dinlediniz. Buna Rustem Abdülatif var. Onu çoxlarınız tanıysınız. Blokadada birinci kullerden beraber bizden. Bir iki tane söz aytmasты sizge. Рустем с первых дней блокады хочет 2-3 слова сказать, поэтому, чтобы кто не понимает татарский, я перевожу. Рустем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Saygılı din kardeşlerimiz, Kırım din kardeşlerimiz, sizge bir müracaat etmek istem, hem müracaat hem davet etmek istem ve aytmak istedim. Biz özümüz aziz vatanımız için kureş yapmasa kimse yapmayacak. Bizim borcumuz, bizim vazifemiz aziz vatanımız azaltmak ve vatanımız kaytarmak. Bu için ben sizge bir ricam var, bir müracaat var. Can yürekten biz sizni davet etemiz bizim Numan Çelebi Cihan bataryonga koşulmak. Çünkü ben emin olam bizim milletimiz, bizim halkımız o cesur halkı. Sağlam halkı. Ve tek biz hareket etse İnşallah biz vatanımız kaytaracakmız. Bu benim sözler sizge. Sağ olunuz.
Я переведу к тем, кто не понял, потому что нас тут смотрит весь Крым и вся Украина, и часть мира смотрит. Вот сейчас я вижу, пока мы сейчас разговариваем, уже звонят даже с Турции, с Узбекистана. Я переведу, что Рустем Эфенди сказал, что кроме нас никто не вернет Крым, кроме именно мусульман Крыма, крымских татар, крымцев, никто Крым не вернет. Поэтому тот же самый призыв, который мы все с самого начала говорили, с уст Рустема, был о том, что вставайте, потому что сейчас есть такая возможность освободить наш родной Крым. Вставайте, возможность она есть. Вот она здесь, среди нас сейчас эта возможность. Стас, сейчас Стас скажет 2-3 слова. Недавно произошел такой случай, для меня лично вот очень неприятный, что один известный украинский писатель заявил, что Крым не нужно возвращать, потому что все жители Крыма, они плохие люди, предатели, там антиукраински настроенные элементы и так далее. Но это абсолютно неправда, потому что как только произошла оккупация Крыма, когда началась АТО, антитеррористическая операция, очень многие крымчане, тысячи людей выехали с той целью, чтобы показать свою гражданскую позицию и не словом, а делом вот, выступить за спасение целостности Украины. Нету ни одного подразделения, ни одного рода войск, там, батальона, полка, где не было бы крымчан. Ну, по крайней мере, я не встречал везде. И в армии, и в милиции, там, и в Нацгвардии, в зоне АТО воевали крымчане в большом количестве, как и я. И много моих друзей, то есть десятки людей, моих друзей из Симферополя, уехали и воевали. Когда накал такой вот в зоне АТО немножко уменьшился, для нас, крымчан, конечно, приоритет — это возвращение Крыма. И я, и некоторые мои друзья, вот с первых дней здесь, когда началась блокада, мы приехали, принимаем участие. Я здесь нахожусь в качестве коменданта лагеря Азова. И позиция вообще тоже всей организации Азов, как полка Национальной гвардии, так и цивильного корпуса при нем, это однозначно возвращение Крыма. Мы будем здесь стоять до победы. И вот советуем тоже другим украинцам пересмотреть какую-то такую свою позицию негативную к крымчанам. Потому что крымчане, большинство, к сожалению, оказались в заложниках ситуации. Они не владели, не могли сопротивляться этим вооруженным людям и так далее. И сейчас они находятся тоже в заложниках. Им нужно помочь освободиться от оккупации, от захватчиков. Спасибо. Так. Спасибо. Инвер, командир батальона Айдар, который с нами тоже в первых дней на блокаде, который был с нами при штурме под опорами, который верил в нас всегда и никогда нас не предавал, изначально был с нами и душой, и телом, и жизнью свою рисковал. Селям алейкум. Добрый вечер. По поводу заявления муфтия, конечно, не мне поправлять или давать советы муфтиату, но, скорее всего, перед тем, как говорить, чтобы не вступали в батальон имени Нумана Челебиджихана и всему тому подобное, хотел бы одну вещь сказать. Ни украинская армия, ни батальон имени Нумана Челебиджихана не убивает мусульман во всем мире. Мусульман Кавказа, мусульман Крыма, мусульман Сирии. И муфти, наверное, должен был понимать, что у крымских татар, у семей крымских татар есть дети-призывники 18-летнего возраста, которым придется служить тогда в российской армии, убивать мусульман. И о них никто не позаботится. Вот. Их как мясо отправят на убой. Наверное, вот это нужно было думать. Да, но если они мусульмане, если он муфти, он, наверное, должен понимать, к чему он это говорит. Ну, у меня все. Спасибо. Адам. Ассаламу алейкум. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Ленура Ага, что он выступил вот инициатором и координатором блокады Крыма и помог всем людям, у которых болит сердце за Крым, собраться вместе здесь, вот у границы, и вместе пытаться как-то вернуть Крым Украине, как-то избавиться от оккупации.
Альхамдулилlah, сегодня мы здесь собрались, мы единомышленники, мы все хотим с одной целью здесь собрались и хотим вернуть Крым. Чтобы вы понимали, я жил раньше в России, в Москве жил, перед тем, как мне пришлось покинуть Россию из-за преследования, за мои политические взгляды. Вот. И я был поражен, какая в Украине толерантность по отношению к иноверцам, к другим национальностям по сравнению с Россией. Здесь действительно намного свободнее общество в Украине. И когда вот такая началась вот несправедливая война, коварно, когда так Россия вообще без причины напала, оккупировала Крым и на Донбасс залезла, мы, конечно, при первой возможности все собрались и поехали воевать тоже на Донбассе, воевали, видели, что приносит русский мир. Мирные жители там просто шокированы, просто очень пожалели, что они в свое время не вышли против этих всех вот провокаторов, против всех этих приверженцев так называемых русского мира. Вот, потому что на сегодняшний день там очень большие потери, очень много разрушений произошло. И сегодня появилась возможность вот у крымчан собраться здесь и при поддержке украинского государства приложить общие усилия для возврата Крыма. И даст Бог, иншаллах, так и будет. И мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим братьям, крымским татарам, вот, украинцам, чтобы вернуть Крым. Спасибо большое. Синага, имам в Елисейской мечети. Ему слово. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саялла джамата муслимина Шам Шериф Эльнес Мубарек Волсун. Я буду разговаривать немножечко чередуя крымско-татарский язык и русский, чтобы было понятно и, то есть, всем было ясно. Уважаемые украинцы, уважаемые крымские татары и все, кто смотрит нас сегодня, вы знаете, нам пришлось этому поколению, которое сегодня есть, жить непростое время. Никто не хочет, конечно, в этом сложном времени, да, занимать, как говорится, такие сложные, принимать решения, занимать такие, как говорится, позиции. Все хотят спокойной жизни, все хотят расти детей, развиваться и жить, и строить, и созидать. Но вы понимаете, в этой жизни так устроено, что каждый человек делает свой выбор в этой жизни. Аллах так устроил, мы родились в этом мире мужчинами, а женщины родились женщинами, да. И настоящий мужчина — это тот, который в такое сложное время не прячется у себя дома, на кухне, рядом со своей супругой, не собирается в кабаках, в ресторанах, пустословием не занимается, а в тяжелое время занимают передние ряды и самые сложные рубежи. И поэтому я что хочу сказать. Сегодня у нас молодое поколение, очень сильное, очень красивое, но немножечко проблема в том, что мы, естественно, где-то недоработали, где-то время сегодня не очень важное, то есть не хорошее. Много очень информационных, всесторонних негативов. Я обращаюсь ко всем молодым, и те, которые живут в Крыму, и мужчинам, и молодым ребятам, потому что все мы из рождения воины. Раз ты пришел в этот мир мужчиной, будь достойным этого звания, то есть этого имени мужчина. Займи свое место в ряду, потому что если завтра придет эта война в твой дом, у тебя не будет выбора, будешь ты воевать или нет. Или ты берешь оружие, выходишь, защищаешь свой дом, свою семью, свою отчизну, то место, где ты живешь. На сегодняшний день мы живем в Украине, да. Я что хочу сказать. Украинский народ то же самое перетерпел, как и чеченский народ, как и многие народы, которые жили в Советском Союзе, перетерпели бедствия, которые сегодня опять второй раз обрушились и на наш народ. И они все столкнулись вновь с вероломством, не будем говорить в общем русского народа, с этим режимом, империалистическим режимом, который уже многие столетия не дает спокойно людям жить. Да, нам не повезло с соседом. В народе говорят, не купи дом, а купи соседа. И поэтому, естественно, нам не повезло к соседам, но мы должны набраться силы воли и духа, и чести, да, защищать свой дом.
защищать свою, как говорится, религию, уважать соседа и уважать свою семью и всех. И те, которые, живя в Крыму, пускай не обольщаются тем, что сегодня они там увидели немножечко денег, немного дешевых машин. Это все наживка для... Самый дешевый, самый дорогой сыр бывает в мышеловке, вы все это прекрасно понимаете. И поэтому за этот сыр приходится расплачиваться жизнью. Чтобы завтра не случилось так, что когда придет время, когда все устаканится, и вас по одному, сегодня уже мы все прекрасно это видим, что один за одним пропадают молодые ребята. Когда мы были с товарищем, с нашим одним братом в Турции, вы знаете, общаясь с людьми, они говорят, сидите спокойно, живите, то есть не надо вам на это, не воюйте, то есть живите спокойной жизнью. Я говорю, мы самодостаточные люди. У нас есть бизнес какой-никакой, у нас есть работа, есть семьи, мы можем спокойно, но совесть не позволяет, да, вы спокойной жизнью живете. Мы не хотим, чтобы наши дети жили на своей родине рабами. Кто выбрал для себя удел рабов, это его выбор, это его право. Но мы, если мусульмане, мусульманин является рабом только Аллаха, субхану ва тааля. Я не знаю, кто там что говорил, муфти ли это говорил, какой бы это мусульманин ни говорил. Они герои, когда разговаривают между собой, спорят эти ребята, которые отворачивают бороду, ну, когда касается конкретного дела, они забывают, укорачивают сразу бороду и сразу прячутся у себя в домах. И поэтому, если мы мусульмане, да, мы должны уважать это достойное имя мусульманина и достойного нести. Мы должны занять свое место в рядах этого батальона. На сегодняшний день я хочу сказать одну вещь, что мы все в этом мире гости. И рано или поздно никто не знает, кто ближе к тому миру, молодой или старик. Вы знаете, человек бывает так, если у него на роду написано, он живет около 100 лет болеючи. А если молодой, будучи здоровым, умирает от глотка воды. И поэтому, если Аллах написал у нас на роду умереть шахидами, или то есть на пути войны, или просто в авиакатастрофе, или просто в автомобильной катастрофе, мы от этого никуда не скроемся, дорогие братья. Хорошо сказал наш брат с батальона Айдар, что если завтра вас кого-то призовут в российскую армию и украинскую армию, вас пошлют туда, куда вас не спросят. И вы будете воевать, живя в том месте, где вы живете, будете воевать и вынуждены идти воевать, и будут вас убивать и не спросят вас. Поэтому вы сделайте правильный выбор, да, чтобы в судный день Аллах не спросил с вас за это жестоко. Почему? Потому что вы пример для всех остальных. И опять же я обращаюсь ко всем имамам. Имам это не тот, который провел пятничную хутбу или 5 намазов провел, а потом спрятался у себя дома и сидит, живет жизнью обывателя. Имам это тот человек, который всегда как щит, он защищает свой джимат. Он всегда в первых рядах, он не прячется за джиматом. Он не живет за счет джимата, он всегда впереди них. Если какие-то проблемы, нужда, он решает ее. Если начинается какой-то, то есть прессинг, война, он опять же в передних рядах, он сзади не прячется. Поэтому, кто выбрал на себя миссию имама, пускай понимает, насколько это важно, и насколько он ответственен перед Аллахом. И поэтому, дорогие братья, благодарю вас всех за внимание, кто бы меня не слушал. Крымские татары, мусульмане, или украинцы, то есть наши тоже братья, потому что мы живя с украинскими некоторыми русскими людьми, все люди хлебнули то горе. Украинский народ тоже на протяжении нескольких столетий, да, хлебает эту горечь. То есть постоянное, это, как говорится, нападение со стороны российского государства, этого брата так называемого. И поэтому, да, уважаемые, то есть зрители, кто нас сейчас смотрит, да, присоединяйтесь к нам, да, и иншаллах, Аллах нам поможет. Благодарю за внимание. Всем салям алейкум. Я вот как азербайджанец, например, у нас в Азербайджане случился тоже, ну, похожий случай много лет назад, более 20. Захватили, ну, Карабах, все знают. Вот. И тогда я был мал слишком, не смог воевать, защищать землю, свою родную Азербайджан. Вот. Я вырос сам в Украине и считаю Украину второй родиной. Вот. Но когда услышал про аннексию Крыма, про похожую проблему с моей родиной первой, вот, я решил долгом как бы помочь крымско-татарскому народу, братскому, который тоже вот с такой проблемой столкнулся от одних и тех же
захватчиков. То есть, поэтому я хочу видеть тоже в рядах этого батальона с мусульман в первую очередь и всех хороших людей вообще. Савва. Хочу обратиться ко всем жителям Крыма, как русскоязычным, украиноязычным, всем, кто разговаривает на крымско-татарском, неважно. Все, кто считает Крым своей родиной, своим домом, вставайте, все вместе, объединяйтесь. Женщины, мужчины, старики. Если женщины здесь, тогда уже мужчинам тем более надо быть здесь. Вот. Вернуть, наконец-то, наш Крым. Вот, избавиться от врага, от этой плесени кремлевской, наконец-то. Вот. Не слушайте муфтият. Если вы считаете себя мусульманами настоящими, приходите сюда, мы вас ждем. Давайте теперь поотвечаем на ваши звонки. Кстати, сразу хочу сказать, что и Мустафага, и Рифат Ага смотрят этот эфир. Поэтому хотите, если что-то сказать Мустафага или Рифат Ага и вообще Меджлису, пожалуйста, они сейчас возле эфира, возле своих телевизоров. Начинаем отвечать на ваши звонки тогда. Вот сейчас здесь. Сейчас соберу камеру. Говорю, микрофон. Можете звонить. Сегодня представлен такой цвет нашего батальона. Здесь не все, чтобы вы понимали, потому что мы не можем поместить в эфир. Да, не помещаемся мы в такой формат камеры. Поэтому не думайте, что нас вот столько. Мы вас будем знакомить с теми людьми, которыми сможем знакомить постепенно. Беру трубку так. Да, слушаем вас. Алло. Так. Алло. Да. Алло. Так, пока неудачно. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю вашу передачу. Меня зовут Михаил, я из Западной Украины, но я поддерживаю крымско-татарский народ, который действительно был репрессирован коммунистической властью, сталинской, который незаконно этот героический и порядочный народ выслал в разные точки СССР, СССР, в разные республики, где рассоединил матерей с детьми, братьев с сестрами и так далее. И этот народ страдал, и который действительно должен просто за свою независимость, за объединение. И мы, Западная Украина, националисты Западной Украины, мы вас поддерживаем, мы всегда с вами, и вы наши братья, татары. Послушайте меня, воссоединяйтесь, мы вам поможем. Гнать к чертовой бабушке этих москалей, этих захватчиков, этих негодяев, потому что они везде и всюду, как чеченцам, как азербайджанцам, как вам не дают жизни и вообще на постсоветском пространстве всем тем людям, которые хотят независимости. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Воссоединяйтесь и боритесь против аннексии России. Спасибо большое. Спасибо. Алло. Алло, Да, слушаем вас. здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему нет связи с Симферополем? Я сама с Днепропетровска, у нас там живут родственники. Так. Хотела узнать, почему нет связи? Что, почему? Я вопрос не понял. Связи почему нет? Значит, почему нету связи с Симферополем? Я не знаю, но вы имеете в виду просто связь, вы имеете в виду связь какая, мобильная, что ли? Ну да, там у нас живут родственники, я не могу никак с ними связаться. Я узнаю, я вам перезвоню, я ваш телефон вижу. Хорошо, спасибо, мы разберемся, спасибо. Ага. Алло. С Крыма звоните, мы не можем соединиться, действительно, с Крыма не можем. Алло, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С кем я говорю? Вы с Ленуром говорите, вы отойдите от телевизора, просто говорите в микрофон, и все, мы вас будем слышать. Ну, не важно, одним словом. Спасибо большое. Спасибо. Вы с Крыма звоните, я так понял.
Алло. Он уже пропал кто-то. Алло. 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 Испания звонит. Вот Испания сейчас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вам звоним с Мадрида. Ну, очень приятно. Как у вас погода? У нас хорошо. Я понял. У нас пока не очень, но я надеюсь, что у нас в будущем будет хорошо. Да. Ой, мы крымские, мы в САК. Ух ты, здорово. А как вас туда в Мадрид занесло? Мы уже давно здесь, 15 лет. Понятно, просто понятно. Хорошо. Что-то хотите сказать нам? Да, мы вас всех поддерживаем. Мы за блокаду Крыма. Спасибо, спасибо. Хорошо, спасибо. Передайте привет всем крымским, кто в Мадриде живет. И еще хотим пожелать вам удачи. Спасибо. Спасибо. Давай, счастливо, спасибо. Алло. Алло. Да. Говорите, вы в эфире. Алло. Да-да-да. Добрый вечер. Вечер добрый. Ленура, Да. а вы со светом, да, все нормально. Со светом все нормально у вас? Алло, слышите меня, Я да? слышу. Вот, ну, в общем, тарахчу может быть очень сумбурно, я извиняюсь. Вы зайдите, извиняюсь, за такое, к себе на страничку в Facebook, я вам СМС написала, как говорится, нашла вас в Фейсбуке, за что дико извиняюсь. Вот, что я хотела сказать. Я всем своим существом, меня Мирьям зовут, Мирьям, всем своим существом, каждой клеточкой я всем сердцем поддерживаю блокаду. Всем вам, я как мать, поклоняемся мы Аллаху, альхамдулиллах. А сейчас, естественно, всем, каждой женщине, каждому мужчине, вам в первую очередь, как организатору и координатору всего этого национально-освободительного движения великого, низкий поклон и благодарность. Вы огромный, машаллах, молодец. Вот, и пусть у нас все получится. У меня сын студент. То есть я делаю каждый на своем посту, как говорится, все, что от меня зависит. Несу крымско-татарскую культуру в массы, и все новогодние корпоративы под Хайтарму нашу танцевали гости. Я понял. Я не совсем понял. Хорошо. Да, вот все, что могу сказать, извините, если что-то не слышно, да. Всем нам удачи, и пусть Аллах защищает и поможет нам. Салам. Алло. 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 Говорите. Алло. Алло. Салам алейкум. Алейкум салям. Алло. Мы вас слышим, говорите. Скажите, пожалуйста, вот крымские татары, очень многие интересуются вопросом, таким образом, можно ли вернуть Крым к Украине? Когда мы здесь соберемся достаточное количество, вы это увидите. Мы вернем Крым в Украину. Вы сами Вы готовы? считаете это правильным методом, да? Нет, а у вас другой метод есть? У нас, конечно, есть другой метод. Какой? Мы должны, во-первых, следовать исламу, Корану, пророку, который нам доказал этот путь, как это делается. Как делается? От своих территорий и своей религии. Расскажите, как? Ну, в любой проблеме мы, как мусульмане, должны обратиться только к Корану. Так, Здесь и рассказывать мы вам не сегодня надо. зачитывали суры Курана, зачитывали специально, чтобы вы из Курана увидели
и услышали то, что освободительный джихад, который сейчас вот, да, вот для нас, он верный. А то, что вы сейчас там говорите, и то, что сейчас вы собираетесь делать там внутри, это от незнания определенных вещей. Вот и все. То, что муфти говорил... Нет, я не о джихаде говорю. А о чем Джихад должен быть священным, джихад должен быть ради Аллаха, джихад должен быть освободить исламские территории. Какие территории? Вы теолог ислама? Отключились? Что ли? Алло. Я вам сейчас имама дам, который вот с вами будет общаться сейчас, чтобы вы не думали, что я вам определенные вещи диктую. Алло, салам алейкум. Алло. Перезвоните, пожалуйста, еще раз. Я отвечу на ваш вопрос по поводу Даруль Ислам. Алло. Да, говорите. Алло. Да. Алейкум салям. Это звонит Айше из Херсона. Да, Айше. Я до вас еще уже дозванивалась. И хочу еще раз. Уже начался Новый год. Я хочу поздравить всех, всех участников блокады, всех с Новым годом. И пожелать всем успехов, всем хорошего настроения и боевого присутствия духа. И еще что я хотела сказать, что, знаете как, конечно, Российская империя сделала очень много зла для наших стран, для наших народов. Но нужно сказать что остается какая-то часть нормальных людей русских, которые, в принципе, нормально к нам относятся, и которые в России не боятся выступать и не боятся поддерживать и Украину, и крымских татар. И надо отдать должное, что они тоже молодцы и герои. И, в принципе, какая-то часть русского народа тоже есть адекватные, которые очень поддерживают. Еще что я хотела сказать. Знаете, это самое. Есть это самое Расул Гамзатов, мой Дагестан. Значит, в этой книге есть такое, это самое, выдержка я хотела почитать. Значит, притча. Значит, притча. После говорят, что для кинжала самое безопасное место – это ножны. Для огня – очаг, для мужчины – родной дом. Но если вдруг огонь вырывается из очага и закрывается на вершине горы, то кинжал, покоящийся в ножнах, уже не кинжал, и мужчина, сидящий у родного очага, уже не мужчина. Я поздравляю тех настоящих мужчин, которые, пренебрегая удобством, уютом, сейчас, лишая многие лишения, находятся на боевом посту, и желаю всем всего хорошего, успехов. Саволна, спасибо большое за такие слова. Спасибо. Алло. Алло, да. Алло. Да. Говорите. Все на этом. Алло. Давайте мы сейчас Рифат ага наберем. А Рифат ага хотел сказать пару слов тоже, потому что надо сейчас... Опять зависло, что ли, да? Картинка. А что нет, картинка идет, просто у нас со спутником что-то. Видимо, действительно беспилотник что-то делает, да. Лучше. Из помпы. Рифат ага. Да, салям алейкум. Вот вы в эфире. Говорите сейчас, если у вас есть возможность такая, вы в эфире. Алейкум. Да. Салям. Я слушаю вас, насколько удается слушать. Сегодня качество, к сожалению, в интернет-режиме не очень хорошее.
Я хочу обратиться к некоторым таким сюжетам, поделиться своими размышлениями. Первое. Я хочу, чтобы мы все вспомнили, что было 2 года назад. 9 января 2014 года Украина переживала очень трагические события. Буквально через неделю после этого дня, 16 января, были приняты целый ряд драконовских законов, которые окончательно взорвали украинское общество. Я хочу напомнить всем, и вам, и вашим телезрителям, что Майдан в Киеве, где иногда собирались до миллиона людей, Майданы в городах Украины, в том числе в Симферополе, они объединяли людей всех национальностей и вероисповеданий. Это был такой принцип, когда те, кто ратовал за свободу, права человека, за независимость, они боролись за будущее Украины. Те, кто уже смирился с тем, что им отведена роль ничтожности в условиях тоталитарного режима, они боялись и тогда всего. Я это говорю для того, чтобы перейти на сегодняшний день. Вы знаете прекрасно, что в добровольческих отрядах, которые остановили российское вторжение на востоке Украины, также воевали и продолжают воевать граждане Украины разных национальностей и разных религий. Правда, и там есть и иностранцы тоже, те, которые пришли на помощь украинской нации. Я хочу теперь провести параллель между вот этим утверждением и сегодняшними нашими некоторыми призывами, подходами. Я действительно призываю всех нас быть максимально внимательными друг к другу, избегать резких оценок по отношению друг к другу, особенно по линии искусственного разделения оккупированный Крым и материковая Украина. Мы же все понимаем, что это разделение привнесено оккупантами, оно носит временный характер. Мы обязательно вновь все будем вместе на своей родине, в Крыму, и мы будем вместе все, кто не утратил свое достоинство. Вот сзади того, где вы сидите, на стене висят портреты заключенных, политических заключенных. Там и Ахтем Чайбос, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Руслан Зайдулаев, там и Олег Сенцов, там и Ивченко Александр. И я хочу сказать о том, что вот это нас всех должно объединять. Объединять понимание того, что действительно крымские татары, как никто, осознают, что без возвращения Крыма у них нет будущего. И это понять тоже достаточно легко, потому что у крымских татар другой земли нет. И поэтому, когда крымские татары призывают и находятся в авангарде, это должно быть понятно нашим соседям, нашим друзьям, нашим близким, людей других национальностей. Но в то же время давайте будем говорить очень конкретно. Деоккупация Крыма требует объединения усилий всех крымских татар, мусульман, украинцев, христиан, евреев, граждан Украины и патриотов Украины, иудеев. Мы нуждаемся в объединении усилий международным сообществом, ОБСЕ, Европарламент, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, НАТО. Я это говорю для того, чтобы мы все понимали, что деоккупация неизбежна, и она неизбежна исключительно в силу объединения всех усилий. Еще один момент, который я хотел бы обратить внимание. Действительно, исхожу из этого подхода, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. В Крыму мало людей, которые склонили колено. Biz kökken adamlar Kırım'da binlerden degirler. Peki 100-300 крымских татар, возможно, среди других национальностей, больше тех, кто исходит из других подходов Крыма. И
практически подавляющее большинство людей, которые сегодня в Крыму не могут выразить свою точку зрения, эти люди не трусы. Эти люди, которые надеются, что самое трудное для них это время, мы с вами найдем такие подходы и формы, которые быстрее их освободят. И это я хотел бы, чтобы быть здесь просто услышанным. И еще один момент, конечно, тогда, когда кто-то не согласен с подходами другого, не обязательно и ни в коей мере не надо становиться на сторону оккупанта. Нельзя осуждать людей, которые видят свое участие в освобождении своей родины в таких достаточно конкретных формах, как, скажем, участие в батальоне. И мы очень много уже на эту тему говорили. Батальон имени Нумана Челебеджихана, кто-то его называет Крымский батальон. Это будет батальон патриотов Украины, это будет батальон, где будут служить крымские татары, где будет капеллан, где будет имам. Это будет батальон, который будет готовиться к тому моменту, когда в деоккупированном Крыму необходимо будет как можно быстрее навести такой справедливый порядок, где будут главенствовать законы. И здесь кто-то из ваших там участников говорил, и я разделяю его точку зрения, когда мы говорим о том, о пополнении этого батальона, мы действительно говорим, чтобы люди делали осознанный вывод. Завтра, послезавтра молодого крымского татарина, который живет сегодня в Крыму, если его призовут в российскую армию, а его обязательно и, к сожалению, призовут, то никто не может быть уверен, куда его направят. Его могут направить в Сирию, его могут направить в Дагестан, его могут направить в Ингушетию, его могут направить в Ичкерию. В украинской армии этого нет. Немножко Хусейнбей там чуть оговорился. Призыв в украинскую армию мы поощряем, потому что мы вместе с Украиной боремся за свою свободу и за свою независимость. И поэтому, если молодые люди из Крыма, их родители, сделают этот осознанный вывод, и это такое для себя действие, то действительно у них есть такой выбор, и этот выбор здесь, в Украине. И хотел бы закончить, наверное, свое выступление следующим. Я действительно здесь сейчас говорю очень искренне. Я каждый день получаю немного, сотни, но иногда до десяток писем людей, которые живут в Крыму и которые не являются крымскими татарами. Отрезвление у людей приходит. Люди хотят понять, каким будет Крым после того, как оттуда уйдут оккупанты. И люди хотят понять, что мы хотим. Я просто призываю вас нам тоже быть настолько понятными для всех, чтобы там оккупанты не использовали в максимальной форме, знаете, вот такую пропаганду, чтобы еще больше напугать этих людей. Я представляю, и вы знаете, что там в Крыму делается с точки зрения противопоставления людей. Киев — это хунта, в Киеве фашисты, крымские татары — это террористы и тому подобное. Я думаю, что мы им не должны давать этих шансов. Знаете, что происходит вообще? И вот на этом я хочу закончить. Люди сейчас все очень умные, и даже тогда, когда они молчат, в большинстве своем, потому что боятся за своих детей, за свои семьи, они рассуждают здраво. Как бы там ни было, 21 век, коммуникации в Крыму также есть. Люди заходят, читают, анализируют, и люди знают. Россия при этом политическом руководстве, она идет к своему краху. И наша с вами задача максимально быть готовыми к тому, чтобы наши действия добавляли усилиям других к тому, чтобы Россия сама быстрее освободилась от таких правителей, которые сегодня имеет. И поэтому в этой части я хочу сказать, чего добилась гражданская блокада Крыма. Разумеется, мы не смогли выполнить все задания, но мы не были такими наивными. Но смотрите, что Украина присоединилась к международным санкциям в отношении России. И сегодня есть постановление
Комитета министров Украины. Это благодаря вам, участникам ФОСА. Сегодня нет теперь поставки электроэнергии, потому что российское правительство сделало все вопреки международному праву, чтобы Украина не поставляла электроэнергию людям, которые живут в Крыму. Потому что Россия не захотела, чтобы в этом договоре было написано, что материковая Украина поставляет электроэнергию в оккупированной Российской Федерации Крым. Это же правда, это мнение, это решение Организации Объединенных Наций. Мы максимально удорожили для российского правительства содержание Крыма. Я вам назову несколько цифр. Сегодня я слушал прямое интервью, одно из интервью последних так называемого главы Крыма Сергея Аксенова. Он назвал о том, что ежесуточно 1300 тонн дизельного топлива, которое тратится на работу всех генерирующих мощностей в Крыму. 1300 тонн, если его перевести по самым минимальным расценкам, это почти что около $1 миллиона российское правительство тратит только на то, чтобы ежедневно давать тот минимум электроэнергии генераторами и другими генерирующими в Крыму мощностями. Я уже не говорю о многих других затратах России на удержание незаконно оккупированного ею полуострова. Вот такие вещи для людей, которые живут в Крыму, они понятны. Таким образом, я сделал очень длительный такой монолог, вы меня извините. Я знаю, что в ближайшее время мы там все вместе соберемся. Мы переформатируем акцию гражданской блокады Крыма. Мы теперь будем на страже точного, детального выполнения тех решений, которые приняло правительство Украины в части сообщений, в том числе сообщений между материком и оккупированным полуостровом. Я думаю, что мы выходим на новый уровень, и сейчас все наши усилия мы направляем на то, чтобы создать все необходимые правовые, организационные условия для того, чтобы наша инициатива по созданию крымского батальона имени Нурмана Челебеджихана, в котором будут опять же служить люди разных национальностей, и в первую очередь те люди, которые жили и живут в Крыму, и чтобы это было реализовано, я думаю, что до конца этого года мы увидим удивительные события в самой России, которые приведут к тому, что Крым будет возвращен Украине, Крым будет свободным, и в Крыму опять будут рядом в согласии и в мире жить мусульмане, христиане, иудеи. Но теперь уже действительно не будет привилегии одних благодаря власти, как это было в предыдущие годы. Теперь на самом деле все будут равны, и я думаю, что это самая высокая мечта, в которой мы сегодня живем. И в этой ситуации крымско-татарский народ наконец-то обретет удовлетворение тем, что и его голос коренного народа в Крыму для этой земли значит нечто. Этот голос ранее не был там слышен. Я вот этим, наверное, хотел бы завершить свою такую вот длительную, извините, ремарку. Всем удачи. Савол, Сефадар, Савол. Я просто хочу добавить тоже от себя вот то, что Рифат сказал, то, что нашим батальоном там пытаются пугать население, говоря, что вот мы там какой-то батальон карателей для того, чтобы там всех резать, как пугали бандеровцами, да, это украинцев называют бандеровцами, мы теперь татаро-бандеровцы. Мы все, конечно, мы уже взрослые люди, и правильно себе отдаем отчет. Вот вы видите тех, кто первых лиц этого батальона видите здесь. И кто здесь похож на человека, который будет резать кого-то вообще. То есть мы говорим о том, когда мы создаем батальон, мы говорим именно для того, чтобы тех людей, которые пытают сейчас наших активистов, тех людей, которые создали вот этот вот русский мир, те люди, которые сейчас этим русским миром управляют, вот с этими людьми действительно мы будем разговаривать по-другому. Они все предстанут, они все станут на скамью подсудимых. А те, которые с оружием против нас выйдут, конечно, они от оружия и погибнут.
А те люди, которые простые, которые были обмануты, одурачены, голосовали на референдуме, ходили с этими аквафрешными флагами, размахивая, думали, что вам оливье насыпать там, или там что там насыпали там на лопатах, все остальное, то, естественно, к этим людям, простым гражданам, у нас никакого абсолютно, никакой злости к вам нет. Живите, как вы жили, только теперь будете жить в свободной, вильной Украине и будете жить в составе крымско-татарской автономии в свободной Украине. И именно вот с этой надеждой мы идем, потому что крымско-татарская автономия в составе Украины должна быть. Она 23 года не была сделана, и вот эта вот аннексия, она и показала, что если бы это была крымско-татарская автономия в составе Украины, крымские татары бы никогда в жизни ее не отдали бы. Никогда. У нас есть в нашем народе там сотня манкуртов, конечно, есть. Не без этого. Какой народ без этого? Но большинство нашего народа честные и порядочные люди, готовы умирать за свою родину. Я надеюсь, что мы еще увидим, то, что Рифат Ага сказал, мы объединимся, все вместе будем. Сейчас мы разделены вот этой вот межой административной. Вы сейчас видели, как наш эфир на некоторое время прекращался. Это нас глушили с той стороны, чтобы вы не могли получить ту информацию, которая от нас сейчас исходит. Вы, если помните, АТР пытались закрыли, пытались там каким-то образом сделать так, чтобы вообще мы никогда не входили в эфир. Часть АТР, который там остался в Крыму, подавлен морально, на них оказывается давление. Сотрудники ходят, постоянно в ФСБ их вызывают, то в прокуратуру, то куда-то еще. Предприятия кошмарят там мои. Но это безрезультатно, потому что я свой выбор сделал. Все за этим столом свой выбор сделали. Они свой билет в один конец в Крым взяли. У них он в руках. Поэтому рано или поздно то, что Рифат Ага говорил, вы все увидите освобождение Крыма. Этого, к сожалению, может быть несколько сценариев, но факт остается фактом. Россия, что бы ни делала, она идет на эскалаторе вниз. А мы, да, маленькими шажками, может быть, мы производим впечатление вот такой вот небольшой, как бы такой вот драной козы в чем-то. Да, мы действительно в чем-то, может быть, не шикарно выглядим, как то правительство, которое сидит в теплых кабинетах в Крыму. Но поверьте, у нас чистые сердца и очень чистые и светлые намерения. Мы придем за вами обязательно и обнимем и вас в своих объятиях. Аминь. Ахмедчид Ага у нас с вами, вот член Меджлиса, вы, наверное, видели, вы знаете его, многие его, член Меджлиса от Советского района, по-моему, да, Советский район, да. Тоже выдворен, не по своей воле, хочет пару слов вам сказать, Ахмедчид Ага. Здравствуйте, уважаемые граждане Украины. Сегодня мы с вами оказались в нелегком положении. Наши родители, которые видели ужас Великой Отечественной войны, говорили: «Аллах версинда сизо белялар гормениес». Ну, оказалось так, что судьба повернулась так, что мы тоже увидели ужасы, которые творит это имперское государство, которое практически ни одно десятилетие не существовало без войн. Если вы посмотрите историю этого российского государства, то не было ни одного десятилетия, когда бы они на кого-то не нападали, не захватывали какие-либо земли и не творили бы беспредел. Сегодня, увы, к сожалению, наша Родина оккупирована Российской Федерацией. Восток Украины в огне тоже по хотению этих же господ. Но мы знаем и верим в то, что это быстро закончится. Ни один тоталитарный господин больше 12 лет активной фазы не проправил. А у Путина как раз-таки этот срок уже подходит к концу. И мы надеемся, что он настанет тоже в этих пределах 12 лет, потому что он уже как раз-таки пошел третий срок и почти подходит к этому времени. Те же, которые проживают в Крыму, им сегодня тяжело. Мы, к сожалению, не можем туда попасть, чтобы что-то делать там. Но находясь на территории материкового государства Украина, будем стараться делать все, что в наших руках, чтобы этот момент приблизился. Сегодня некоторые, к сожалению, наши соотечественники делают очень, мягко говоря, неправильные шаги. Это относится, к сожалению, в том числе и тех
Вот как раз-таки я немножко приехал с опозданием с Херсона, и как раз попал на тот момент, когда вопрос задавал, как я понял, один из исполняющих. Да, молиться дома хорошо, но когда вы помолитесь, и через несколько лет у вас ваши дети будут спрашивать, баба или она, а что ты делал, кроме того, что молился, я думаю, что тяжело будет вам ответить на этот вопрос, если вы не будете ничего предпринимать конкретного, даже хотя бы ту малость, которую вы могли бы сделать. А это, может быть, вроде бы это маленькая вещь, стоит дорогого приближения того дня, когда мы вернемся на свою родину. Сегодня по Херсонской области, к сожалению, я на данный момент проживаю в Херсоне, являюсь руководителем представительства Меджлиса в Херсонской области. Увы, констатирую тот факт, что ватного населения здесь очень много. Российская пропаганда работает четко, и не только на Херсонщине. В течение, скажем, ближайшего полгода мне пришлось побывать и за рубежом. К сожалению, она и там не жалеет денег. По всему практически свету очень большие денежные средства выкидывает для того, чтобы попытаться оболванить тех, кто находится за пределами. Особенно, в первую очередь, европейскую сторону. Хотя все их дети учатся в Европе, приближенные господина президента России. Они отдыхать ездят туда, но, однако, ездят, мягко говоря, по ушам своих граждан, которых особенно живут в глубинке, у которых даже нету тротуара, чтобы пройти нормально в школу или попасть в детский садик. Если, конечно, они есть в этой деревне. Но пропаганда идет очень большая. В последнее время она усилилась здесь. Мы часто слышим, как некоторые господа с Киева пророссийски направленные выступают, говорят о том, что будет русский марш, о том, что вот будет татарский батальон, и что такие беды он большие принесет. Эти слухи будут с каждым днем все усиливаться, потому что змея, которая дергается в судорогах и понимает, что ей придет конец, она будет пытаться укусить и как можно больнее укусить. И возможны всякие выпады. Но вы должны понимать, что если вы будете поддаваться на эту провокацию, на эту агитацию, то, увы, вы окажетесь в том же дерьме, как их руководство. Посмотрите, два генерала, которые имели отношение к оккупации Крыма, сегодня откинули концы. Вроде бы два здоровых мужика, физически не больных, вдруг получили сердцевый напад. Я думаю, что много кого это еще будет ждать из того числа, потому что надо убрать тех свидетелей, которые потом будут давать показания в Гаагском суде о том, что творила верхушка. А когда их не станет, то некому, они так думают, будут давать показания, хотя им всем действительно придется там отвечать. Сегодня очень многое зависит от нас. В первую очередь тех, конечно, которые сегодня на материковой территории. Да, сильно какого-то движения мы сделать не можем. Это сегодня в первую очередь должно делать руководство Украины. Оно должно понимать, что той фишкой, которая должна вернуть Крым, является крымско-татарский коренной народ. Международное право коренного народа позволяет Украине, оперевшись на этот народ, сделать конкретные шаги. В первую очередь, естественно, никто из нас не хочет возвращаться в тот Крым, который был создан в начале 90-х годов, и когда сегодня я по телевизору слышу, что когда Кучма говорит, что этот вопрос, Кравчук говорит, что этот вопрос надо решать в пользу крымско-татарского народа, я думаю, он делает правильно, потому что эта автономия создана была в первую очередь при нем, когда были Мешковщины и все остальные, когда была сначала Республика Крым, а потом была принята Конституция Автономной Республики Крым. И он понял
сделанную тогда ошибку и сегодня говорит, что ее надо исправлять. Те члены Конституционной комиссии как раз-таки разрабатывают сейчас, которые разрабатывают Конституцию Украины, в которой есть раздел «Автономная Республика Крым», четко и конкретно должны, я считаю, стоять именно на этой позиции, что Крым должен быть крымско-татарской национальной автономией. И пусть это никого не пугает. В той же самой России 21 автономное образование, которое все создано по национальному признаку. В мире нигде нету территориальной автономии. Карело-Финская автономия, возьмите Российская ССР, в государстве Россия сегодня, Российской Федерации, там всего лишь 8-12% карело-финнов. В той же самой Башкирии всего 30% башкиров. Но никто же не говорит, что она создана для того, чтобы кто-то угнетал кого-то. Это гарантия для коренного населения, которое находилось долгие годы в тяжелейшем состоянии, что он будет иметь право своего присутствия, правительства, что он будет иметь право развивать свою культуру, свой язык, который сегодня находится в списке ЮНЕСКО, занесенный как исчезающий. То есть это будут даны гарантии коренному народу, что потихонечку он станет как раз-таки наравне, как мы говорим всегда, со всеми гражданами, живущими на Украине. Увы, к сожалению, есть претензии и к украинскому государству. Сегодня мы до сих пор не видим закона о коренных народах. Сегодня не принято решение о возвращении топонимики. И если украинское государство, Украинская Верховная Рада примет решение, закон о восстановлении топонимики Крыма, и президент Украины завтра, выступая где-то в Страсбурге или в Вашингтоне, будет говорить Кефе, Ахметчит, Кезлев, а Россия будет говорить Феодосия, Симферополь, Евпатория, то все мировое сообщество, которое не признает оккупации Крыма, будет говорить то, что говорит президент Украины. И все будут понимать, что то, что делает Россия, сегодня не признано и никогда в мире не будет признано. К сожалению, про тот же батальон мы уже говорим долго. Но, увы, как многие законы, сегодня Министерство обороны Украины тянет этот вопрос. В первую очередь, я считаю, это относится к генералу Муженко. Надо этот вопрос решать быстрее, потому что весной 56 человек уже пошли служить в российскую армию. Этой же весной их будет, может, 560 человек, если не больше. И у них будет выбор: или идти служить в российскую армию, или же идти в тюрьму. Никто из родителей не будет желать своим детям, чтобы они пошли в тюрьму. И чем быстрее этот вопрос будет решен, тем быстрее будет возможность у этих молодых ребят сделать то, что они желают. То есть прийти и служить народу Украины. Служить Украине. Это все в ваших руках. Приближается время, когда опять-таки скоро закончится регистрация по ВНО. И опять-таки дети наши, закончившие школу в Крыму, не имеющие украинского аттестата, должны будут идти поступать в те школы, куда они смогут поступить с этой фальшивой бумажкой, которую им даст российская власть. К сожалению, в этих вопросах Украина всегда догоняет уходящий паровоз. В прошлом году Россия дала 16 тысяч бюджетных мест на 12 тысяч выпускников. Благодаря той деятельности, в кавычках, которую сделало Министерство образования Украины и украинское правительство, ВНО сдало всего лишь 70 детей из Крыма. Неужели в этих вопросах Украина не может сделать так, чтобы эти дети спокойно могли прийти сюда, как раньше было, хотя бы сделать типа подготовительных курсов, полгода обучаясь, как везде, где происходит за границей, изучили нормально украинский язык, получили украинские аттестации и учились в высших учебных заведениях Украины, потому что это наше будущее. Это те люди, та молодежь, тем более она, прошедшая через горнило оккупации,
и понимающий, что надо поднимать страну и ее экономию для того, чтобы эта страна была успешной, и люди там жили хорошо, уважали друг друга и материально были бы обеспечены ниже того ковшика проживания. Я думаю, что украинское правительство тоже, раздув немного глаза, должно в этих вопросах способствовать всему своему населению. Сегодня идут Минские соглашения. Увы, к сожалению, каждый день мы смотрим, несмотря на соглашение, там стреляют с 82-миллиметрового миномета, там стреляет САУ, там стреляют зенитки. И я думаю, что в этом вопросе тоже Украина что-то должна придумывать. А не замалчивать эти моменты и не говорить о том, что да, Минские соглашения в целом соблюдаются, но вот 26 раз обстреляли позиции АТО. И я думаю, что когда украинское правительство будет выполнять нормально свои обязательства между западными партнерами, посмотрите, стоило только произойти небольшому скандалу на Востоке, как сразу все посольства отозвали с Ирана своих послов. А мы до сих пор имеем послов в России, а Россия имеет у нас. И что мы думаем, когда идем на передовую? Продолжаем до сих пор торговать с той же Россией. Увы, к сожалению. Прибалтика это взяла, отсоединила Калининград, лишила наземного пути сообщения России попадания в Калининграда. Поэтому я считаю, как сказал председатель Меджлиса крымско-татарского народа, лишь тогда, когда мы все вместе, взявшись, будем делать то, чтобы вернуть оккупированный Крым, прекратить войну на Востоке, только тогда мы добьемся чего-то положительного. Правительство Украины и Верховная Рада, они являются слугами народа и должны себя чувствовать не барями, а действительно слугами. И вот очень поучительная картина идет «Слуга народа», поставлена 95-м кварталом. Я думаю, что всем этим слугам народа не мешало бы его посмотреть. Поэтому, заканчивая, я хотел бы пожелать, чтобы в этом году все мы приложили максимум усилий, чтобы в первую очередь прекратили те бесчинства, которые происходят в Крыму. Всегда, когда выступает крымско-татарский народ, он говорит о тех политзаключенных: Савченко, Кольченко, Сечин. К сожалению, я всегда читаю строки, которые идут, особенно вот по Пятому каналу президентскому, где всегда об этих людях говорится, но изредка в месяц раз могут пройти имена и фамилии тех заключенных, которые находятся в Крыму. А это очень плохо. Это говорит, что мы опять-таки людей выбираем. Вот так, чтобы этого не было, мы должны быть все вместе. Мы должны все постараться сделать так, чтобы в этом году, а я надеюсь, что это будет именно в этом году, и верю в это, чтобы Крым вернулся назад, чтобы на Востоке прекратилась литься кровь, и мы в свободной демократической Украине начали нормальную жизнь, показывая всей Европе, да и всему миру, как должны жить люди в государстве, как должна существовать демократическое государство и как правительство должно работать на этот народ. Всегда салам. Ну, вот на вот этих вот последних словах давайте закончим этот эфир. Вы видите, что мы здесь. Мы в следующую субботу обязательно с вами встретимся. Вы знаете, что здесь будет шура 15 числа. Это шура Всемирного конгресса крымских татар. Она начинается 15 числа. 15 числа начинается заезд. Сама шура будет 16 числа, 17 и 18 числа она будет заканчиваться. Поэтому те люди, которые были в национальном движении до нас, те люди, которые начинали милия ракет, как у нас называется, те люди, которые имамы, те, которые захотят задать вопрос,
и на этой шуре, потому что одним из пунктов будет вот те последние заявления тех наших лидеров, членов Меджлиса, которые остались в Крыму и отвечают за ислам, тоже, в принципе, в первых пунктах будут рассматриваться, и оценка Всемирного конгресса всем этим словам будет дана. Çok sağ olunuz, hürmetli vatandaşlarımız. Çok sağ olunuz. Daha bir kere sizinle görüşürüz. 15-de прямой эфир olacak. Onun için bakarsınız. Sağ ol всем нашим гостям, которые сегодня с нами были. Это наши все братья. Sağ olunuz. До свидания. Всего доброго. Аминь. Аллах Акбар. До свидания.